7 ноября уже, прости господи, на календаре, да, у нас пятница, день недели, последний рабочий день для тех, у кого пятидневка, и неважно вообще какой день на самом деле, потому что важно, что вы начинаете этот день вместе с «Утро Якутии» на телеканале Якутия-24. Действительно, нежданно-негаданно, а вот уже конец Никогда недели. такого не было, и вот опять в эфире. Да, действительно, мы очень рады приветствовать всех, кто встречает это утро с нами. Сегодня, как всегда, как всегда на этой неделе, это утро встречаем с вами мы, Павел Танин и Дарья Анкехова. Ну и, собственно, в ближайший час наша команда, которая находится по ту сторону нашей студии, да, сегодня активно работает, подготовила для вас интересные сюжеты, последние новости. Ну и, конечно, в этой студии появятся утренние гости, которые расскажут нам очень много интересного, полезного, ну и, возможно, актуального Да, на данный момент. А так как неделя была трудная, тяжелая, несмотря на то, что короткая. Почему трудная и тяжелая? Потому что отдыхали чуть-чуть подольше, чем обычно, и поработали всего 3 дня, тоже немножко выбило, возможно, кого-то из колеи. Сегодня очень много поговорим про различные такие, и опять же, что можно, какой досуг провести в ближайшие выходные. И один очень важный праздник сегодня отмечается, о нем мы тоже поговорим обязательно. Если вы уже знаете, какой, вы молодец, ну а мы чуть позже, конечно, об этом расскажем. Ну а сейчас поговорим о том, что у нас за окном происходит. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 28 градусов. В Заречной группе 22-34 ниже 0. В южных районах 14-20 градусов мороза. В Вилюйской группе 13-15 со знаком минус, Нижнеленских до 26 градусов мороза. В западных 13-15 ниже 0. В Колымы-Нигирской группе Улусов 20-37 со знаком минус, в Янских 23-29 градусов мороза. На северо-западе до минус 24. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 24 градуса. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Штиль. Сегодня днем небольшой снег, ветер юго-восточный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до минус 18 градусов. Ну вот видишь, ночью минус 28, днем минус 18. Уже практически зима, я бы сказала. Ну, как практически. У нас, в принципе, она по сезону уже в это время. Должна быть, да? Должна быть, да. И было бы странно, если бы мы сейчас около нулевых температур ходили бы. Ну, было бы радостно, так было бы хотелось радостно, не спорю, да. Но было бы очень-очень странно и, скорее всего, еще повлияло бы в дальнейшем, потому что у погоды такие же процессы, они вот очень... Вот не знаешь, где потом стрельнет. А какой-то год был, у нас была очень теплая зима. Ну вот пока мы вспоминаем А о том, когда это было. А потом февраль такой холодный был, ой, мам, не горюй. Ну вот мы с Пашей поговорим о погоде, ну а тем временем наши коллеги из новостного отдела расскажут вам о последних новостях. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. Средний размер страховой пенсии по старости в России превысит 27 тысяч рублей в следующем году. Об этом сообщила депутат Госдумы Екатерина Стенякина агентству РИА Новости. По ее словам, индексация на 7,6% вступит в силу с 1 января следующего года. Если по состоянию на 1 июля этого года средняя начисленная страховая пенсия для неработающих пенсионеров составляла 25 826 рублей, то после повышения она увеличится до 27 788 рублей. В этом году в арктические районы Якутии арктической торгово-логистической компании доставлено 522 тонны свежих овощей, включая капусту, свеклу, морковь и картофель, произведенные местными фермерами. На базе действующих торгово-логистических центров в арктических улусах, помимо хранения и реализации продовольствия, функционируют пункты приема промысловой продукции и дикоросов у населения. В этом году было заключено 500 договоров на приемку плодов дикорастущих ягод, собранных жителями Арктики.
В Якутске проходят дни открытых дверей в кадровом центре, ориентированные на людей с УВЗ. В рамках мероприятия была организована ярмарка вакансий, где более 10 предприятий представили свои предложения, включая должности соцпедагога, ветеринарного инспектора, водителя, работника связи, продавца и электрика. Посетители также получили консультации по составлению резюме и успешному прохождению собеседований. В Якутске проживает свыше 16 660 человек с инвалидностью, из которых более 7370 находятся в трудоспособном возрасте. На данный момент трудоустроено более 30% из них, а к 2030 году планируется достичь показателя не менее 50%. Сегодня мы проводим День открытых дверей для граждан с инвалидностью. Это в рамках акции «Трудиться наравне со всеми». Данную акцию объявил Государственный комитет занятости населения. И мы также, вот как и во всех районах нашей республики, проводим разные мероприятия. Пригласили это социальных наших партнеров, где также они будут рассказывать о государственных мерах поддержки, и общество инвалидов, которые могут на сегодня также о своих услугах. Впервые в Якутске открылась фотоэкспозиция Российского военно-исторического общества «Герои и подвиги», посвященная нашим современникам, участникам специальной военной операции. Экспозиция рассказывает об истории подвига 19 героев. Здесь можно увидеть историю жизни уроженцев из самых разных уголков нашей республики. Помощь при создании фотоэкспозиции оказали близкие, которые предоставили материалы и фотографии разных лет из личных семейных архивов. Выставка сделана усилиями Российского военно-исторического общества, Якутского музея. И она здесь рассказывает о подвигах наших героев. Всего на этой выставке 19 героев. Это герои Советского Союза, герои Российской Федерации, которые боролись с нацизмом в годы Великой Отечественной войны и на специальной военной операции. Эта выставка у нас простоит здесь на площади по 7 ноября и потом будет выставляться на территории Якутского музея имени Ярославского. Ну, а сегодня, как и любой день, вообще в любой день можно найти какой-то праздник, да, который, но сегодня есть особенная такая дата, посвященная тем, чьи голоса звучат в радиоэфире в Якутии, и тем, благодаря кому эти голоса могут звучать в эфире радиовещания. Потому что сегодня, 7 ноября, отмечается День якутского радио. Более того, 95 лет исполняется с начала радиовещания в Якутии. Мы поздравляем наших коллег с такой знаменательной датой, ну и, конечно, желаем творческих таких каких-нибудь идей, ну и, конечно, чтобы работа приносила удовольствие и позитивные эмоции. Ну и я думаю, 95 – это только начало. Ну, скорее всего, для таких вещей это только начало и вообще, возможно, даже еще подростковый возраст. Тем не менее, как бы мы желаем, чтобы голос вас никогда не подводил, тем более, что голосом на радио работать нужно. Голос более важная такая штука, чем, вот, допустим, для нас, телевизионщиков, да? Потому что мы иногда можем нет-нет и мордашку построить, а в радио ничего не видно. Нужно красиво, хорошо, уверенным голосом это говорить. Поэтому желаем вам, чтобы эфир всегда был бодрый, живой, и чтобы голос вас никогда не подводил. Ну вот как современные журналисты, звукорежиссеры, ведущие сохраняют душу радио и цифровую эпоху, обо всем расскажет нам Руслан Ачиров. 7 ноября 1930 года впервые в радиоэфире на якутском и русском языках прозвучали слова «Говорит Якутск». Радиоэфир в то время был прямым. У диктора был только радиопередатчик и микрофон. Но все изменилось с появлением звукозаписывающих устройств. Насколько я знаю, я даже видел остатки вот этого оборудования. Были пробы, были эксперименты, записи голоса и концертов на граммофонной пластинке здесь, в Якутске. Да, то есть, ну, это одноразовое было, естественно, да, без тиражирования, но вот просто как сохранить. Вообще запись была, конечно, и на звуковую дорожку кино, там такая фотографическая запись была, но это было очень плохое качество. А самое главное, нельзя было монтировать. А вот когда появились магнитофоны первые, МАК-1, это Николай Никонович рассказывал, что он ездил за ним в Москву и приехал, и вот он там, они его осваивали,
настраивали. Естественно, ламповый аппарат, который вот можно было уже записывать можно было. Он был один, причем монтировать нельзя было особо. Но вот ну, там механическая такой монтаж. Я его даже застал. Эту ленту резали и склеивали дихлоретаном. Вот это был уже тоже очередной рывок. То есть не просто магнитная запись, а появилась портативная магнитная запись. Это были отечественные аппараты. Ну, насколько я понимаю, они маленько копировали немецкие аппараты. Это, если не ошибаюсь, 56-й год. «Репортер 2», наш отечественный. Это вот ламповый аппарат. На самом деле, но у него тут разъемы такие своеобразные для микрофона и для наушника. Очень такие, ну, телефон написано, да? Очень своеобразный такой аппарат. Естественно, очень на мало хватало его аккумуляторов, но, во всяком случае, вот уже можно было Ну, продать. они еще и на аккумуляторах были. Они были на аккумуляторах, естественно, разносимый. Кстати, один микрофон тут, вот этот микрофон тоже интересный, это какого-то тоже дремучего года, 63-го года выпуска микрофона. А тут был 64-го года микрофон, очень интересный, тоже Тула выпускала, Октава. Этот микрофон я взял, перепаял на разъем, на XLR, на современный, и попробовал. Он лучше Sennheiser звучал. Есть здесь магнитофон, который работал с кино, с кинокамерой, синхронно с кинокамерой. То есть снимали на кино и параллельно записывали звуковую дорожку. Потреблял он очень много тоже. Вот батарейки сюда вставлялись. Ничего себе. Вот это уже был рывок, на самом деле. Это «Репортер 5» был. Он тоже работал от батареек. Это уже венгерский. А вообще тогда было деление. Страны экономического содружества, социалистические. И Венгрия выпускала аппараты. Вообще звук. И Чехословакия. Тесла были аппараты. Ну, вообще, вот он легкий очень. Качество, конечно, у него похуже, но, ну, в смысле, не самое хорошее, но зато он очень легкий был. После него появился аппарат, вот этот вот «Репортер 6». У него качество уже стало лучше, еще намного лучше. Я его даже запустил. Он даже пытается работать, но не пишет, к сожалению. Я на таком вот работал в детской редакции, когда тут у него перемотка есть, тут у него псевдодистанционное включение есть, разные есть варианты, автоматическая регулировка усиления. Ну, с ними были вот такие микрофоны. Тоже очень интересно. И, кстати, на самом деле они до сих пор хорошо работают. Если их перепаять на современные разъемы, то на самом деле можно ими пользоваться. То есть они такие универсальные, их можно использовать как такую удочку, а можно ставить как настольный. Вот это уже была тоже революция, это «Репортер» тоже венгерский, но он уже на кассете. Это уже кассетный магнитофон появился, он рядом после «Шестерки». «Шестерку» вообще на самом деле, те, кого интересовало качество, ее хвалили, те, кого не очень интересовало качество, ее ругали, он тяжелый был. Ну, 6 батареек, еще большой, да, но зато качество было хорошее. А вот этот, конечно, намного компактнее стал, он уже только в этих, ну, в портфель, куда угодно. Был переходный период, работали вообще на мини-дисках. Был такой период. Кстати, появилась и недолго, да, были мини-диски? Он недолго, он так умер, потому что появлялись новые форматы там на карточках, но вообще на самом деле на них очень плотно работали. На нем можно было прямо монтировать сразу, да, и это, во-первых, а во-вторых, его можно было через компьютерный вход подключать сразу к компьютеру. Вот это была революция с ними. У нас были стационарные аппараты мини-дисковые и были вот такие репортажные. Это уже современная фирма Marantz. Рекламировать не буду, да. Мы до сих пор работаем на этой фирме, но уже на карточках, которые работают на твердотельная запись. И уже у них там три головки, там 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Раз. Да. Есть 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. История радио, вот глядя на все вот эти изменения, видно, что всегда шли в ногу со временем, да, и то есть как только появлялась какая-то новинка, да, на рынке, то есть с чем работают корреспонденты во всем мире, я думаю, с небольшой задержкой, да, уже появлялась у нас на якутском радио. Ну а как дела обстоят в современности? Вы узнаете сегодня вечером в выпуске телепередачи «Испытано на себе» на телеканале «Якутия-24». Да, мы хотели бы отметить, что в рамках проекта «Испытано на себе» Руслан Ачиров попробовал себя в качестве радиоведущего. Как мы уже увидели. Да, и если желаете окунуться в мир радиовещания, то обязательно посмотрите этот выпуск. Я думаю, вы уж, наверное, тогда уж можете Много что-то, наверное, соприкоснуться узнаете, с этим миром. Соприкоснетесь, ну или всегда можно музей, да, посетить, в котором мы только что побывали, ну, при помощи Руслана. Ну а в целом, конечно, еще раз хотим поздравить всех наших коллег, которые задействованы в радиовещании.
всех, кто это радиовещание развивает на территории республики. Ну, желаем дальнейших плодотворных и успешных, креативных лет работы. Ну а теперь от истории, которая творится на наших глазах и в наших ушах, предлагаем обратиться к событиям, которые уже вошли в летопись. Да, далее расскажем о памятных датах и интересных праздниках, которые отмечаются в этот день. Возможно, о некоторых из них вы не знали, они станут для вас неожиданным открытием. На календаре 7 ноября, день Октябрьской революции 1917 года в России. По народному календарю – дедовские плачи. В этот осенний день вся природа плачет дождем или снегом, и люди стали плакать вместе с ней. Устраивать ритуальные плачи, получившие название дедовских, вспоминать умерших родственников и друзей. Полагалось обязательно сходить на кладбище, привести в порядок могилы, зажечь церковную свечу. Этот день в истории. 680 год. В Константинополе открылся 6-й Вселенский собор. 1902. День рождения Вытрезвителя. 1917. В России произошла Октябрьская революция. 1918. Выпущены первые марки Советской России. 1941 год. Состоялся парад советских войск на Красной площади в Москве. В этот день родились Арсений Введенский, русский литературный критик, библиограф и историк литературы. Мария Складовская-Кюри, польский и французский физик и химик, дважды Нобелевский лауреат. Лев Троцкий, русский революционер еврейского происхождения, деятель коммунистического движения. Дмитрий Фурманов, советский писатель, прозаик, автор романа Чапаев. Рина Зеленая, советская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Георгий Миллер, советский актер театра и кино, народный артист РСФСР. Михаил Янгель, советский ученый, конструктор в области ракетно-космической техники. Альберт Камю, французский писатель и журналист, Нобелевский лауреат. Именины сегодня отмечают Афанасий, Валерий, Матрона. Но говоря об истории, нельзя, конечно, не вспомнить вещи, которые стали ее символом. Среди них, например, автомобили, хранящие дух своей эпохи соответственно. Сегодня мы расскажем о машине, которая была создана для бездорожья и стала легендой советского автопрома. ЛуАЗ. Компактный, но выносливый, он идеально подходил для наших просторов. Как этот автомобиль покорял якутские дороги? Почему его до сих пор вспоминают с теплотой? Смотрите в следующем сюжете. 60-е годы прошлого века, разгар холодной войны. Воздушно-десантные войска Советского Союза готовятся к массированным выброскам вглубь тыла вероятного противника. Как раз для обеспечения нужд крылатой пехоты в 60-е был разработан транспортер переднего края. Мини-амфибия, умеющая преодолевать водные преграды, и благодаря той же компоновке, что и современные оверлендеры, низкий вес и небольшие габариты – вполне себе серьезные преграды на местности. Функционал внедорожника переднего края состоял в подвозе боеприпасов, эвакуации раненых, буксировке легких орудий и минометов. Первые прототипы транспортера были с сверхлегким, но хрупким, не выдержавшим испытаний корпусом из стеклопластика. Движок на транспортере стоял не от запорожца, вопреки мнению, а аналог на 1,2 литра. Корпус корыта был водонепроницаемым, дорожный просвет составлял внушительные 285 мм. Ключевыми особенностями транспортера были устанавливавшаяся спереди помпа для откачки воды и откидная рулевая колонка, выдруженная прямо по центру для большего удобства при транспортировке, в случае чего водитель мог управлять транспортером и в полулежачем положении. Штатная лебедка использовалась для подтаскивания раненых, грузов и была как никогда кстати. К серийному выпуску модель получила обозначение ЛуАЗ-967. Судя по количеству выпущенных машин, почти 9000, машина получилась специфическая. Гражданские модификации ЛуАЗ-969 и ЛуАЗ-969М по достоинству оценили на гражданке.
Модели лишились специфики военной модели способности плавать и руля посередке, но в целом практически ничем не отличались от военного собрата. И увидеть луазик можно было везде. Народ охотно покупал народный внедорожник, способный доставить владельца куда надо, без оглядок на асфальт. Именно ЛуАЗ стал первым массовым джипом для села, опередив будущий бестселлер «Лада Ниву». Ты знаешь, я вот помню такой автомобиль. Жила, когда в поселке, мы ездили на картошку, окучивать картошку. Вот там, и там сзади не было сидения, надо было сидеть на полу. Окунулась немного в детство. Я внутри, конечно, ЛуАЗа не бывал, так со стороны видел проезжающий, то тоже в далеком детстве. Нет, его можно встретить и сейчас. Ну, я сейчас просто не замечал. Я не говорю, что нельзя его встретить, я говорю, что я его не видел. Ну а от легенд автопрома предлагаем обратиться к истории другого масштаба, к событиям, которые изменили судьбу всей России. В Национальном художественном музее Якутии проходит выставка «Недаром помнит вся Россия», посвященная Отечественной войне 1812 года. Среди ее уникальных экспонатов – бюст императора Александра I, чье правление пришлось на годы великих испытаний и великих побед. Как образ царя-победителя воплощен в скульптуре и почему эта выставка важна для понимания нашей общей истории, расскажем в новом выпуске «Музейного гида». Доброе утро! В Национальном художественном музее Республики Саха-Якутия продолжает свою работу выставка «Недаром помнит вся Россия» из Бородинского государственного музея-заповедника. Подлинным украшением экспозиции является бюст императора Александра I из фондов Национального художественного музея. Император Александр I, правивший с 1801 года по 1825 год, был императором всероссийским, сыном императора Павла I и внуком Екатерины II, императрицы Екатерины Великой. С детских лет, будучи наследником престола и старшим сыном в доме Романовых, он был вынужден с детских лет лавировать в хитросплетениях дворцовых интриг, лавировать между бабушкой и отцом, у которых были, мягко говоря, напряженные отношения. И это в будущем предопределило характер будущего монарха. И в целом уже в будущем, во время его правления, сделало его одним из самых искусных и общепризнанных дипломатов Европы того времени. Став императором в 1801 году, молодой монарх начал вести государственное нововведение. И примерно в это же самое время, в 1804 году, в Россию пришел французский скульптор Луи Мари Гришар по заказу самого императора и начал делать скульптурные портреты как придворных, и в конце концов сделал скульптурный портрет бюст и самого императора Александра I. Как уже было сказано, то, что Александр впоследствии был признан одним из самых больших дипломатов своего времени, признал даже его противник, император Наполеон Бонапарт. Уже после их личной встречи в 1808 году сказал, что это настоящий византиец, сказав в этой фразе как восхищение русским императором, так и негодование из-за противоречивости политики двух монархов. Позже, уже во время Венского конгресса, когда после наполеоновских войн решилась судьба послевоенной Европы, многие монархи и представители правительств стран Европы того времени прозвали его русским сфинксом. И вот эта загадочность, это располагающие к себе мягкие черты императора очень хорошо воплотил на своей работе скульптор Гишар. Первоначальный вариант бюста скульптор Гишар сделал в бронзе, и после того, как понял, что работа получилась очень удачной, он еще сделал несколько копий. И, как мы видим, в облике молодого императора можно прочитать, как и его обаяние, его молодость, мягкие черты лица и мягкая полуулыбка выдают в нем очень приятного человека, который действительно производил на современников очень интересное, располагающее впечатление, и при этом осанку и стать императора. И в конце концов складывается впечатление не властвующего мудрого правителя, а больше молодого военачальника, располагающего нас, зрителей, так и своих придворных, сослуживцев, своим природным обаянием. И в конце концов скульптура, сделанная Луи Мари Гришаром,
была общепризнана как самим императором, так и придворными. Копии разошлись во многих тиражах. И одна из тех копий, которая была сделана в императорском фарфоровом заводе неизвестным мастером, попала в фонды Национального художественного музея и получила золотое клеймо как одна из лучших копий. Самой этой замечательной работой, бюстом Александра I, так и с выставкой «Недаром помнит вся Россия», посвященной Отечественной войне 1812 года, вы можете ознакомиться в Национальном художественном музее. Что ж, вы смотрите «Утро Якутии», самую раннюю, уютную и семейную программу на телеканале «Якутия-24». И самое время совершить один из главных ритуалов начала дня – завтрак. И сегодня в рубрике «Блюдо дня» мы будем готовить не сам завтрак, а один из его ингредиентов, который достаточно часто используется, причем не только в завтраках. Речь идет о творожном сыре. Доброе утро, меня зовут Юлия Заболоцкая-Збекова, я доказательный нутрициолог. Сегодня мы с вами приготовим, что вы думаете, вот глядя на этот бинтик, никогда не догадаетесь, а готовить мы с вами будем творожный сыр. У меня в руках обычная пачка нашего привычного кефира. Перед тем, как готовить творожный сыр, эту пачку необходимо забыть в морозильнике на 1 ночь. Вот чтобы она такая стала. Далее мы с вами берем бинтик. Ага. Нам нужны будут, вот смотрите, ситечко какое-то, да? Ага. Вот такая вот кастрюлечка. Потом немножко бинтика, который мы складываем в несколько слоев. И делаем таким образом более такой, знаете, фильтр для того, чтобы наша тающая жидкость не протекала сквозь это ситечко, а оставалась на бинтике. Вообще, если у вас есть советская марля, она намного лучше. Либо подойдет какая-нибудь ХБшная ткань, такая, ну типа там детская пеленка, может быть какая-то не сильно плотная, старая, постиранная, поглаженная футболка ХБшная, да? Ну, что-то такое, которое сможет выступить фильтром. Открываем потом вот этот вот замороженный кефирчик. Угу. Ставим вот так. И все. И забываем до следующего дня. Наверное, некоторые из нас видели, как делается творог в домашних условиях. Скисшее, прокисшее молоко мы нагреваем, творог всплывает. Этот процесс тоже похож, потому что он связан с изменением температуры. Кефир после замерзания и оттаивания, он расслаивается на 2 фракции. У вас будет стекать сыворотка, а на марле оставаться плотная такая вот, плотный сгусток такой, да, который потом вы отожмете и получите уже сыр. От творога он будет отличаться сильной консистенцией, его очень хорошо намазывать на хлеб. Почему лучше делать творожный сыр из кефира? В нем жирность получается несколько ниже, чем у готовых продуктов. И опять-таки это выход в той ситуации, когда творожный сыр, к примеру, не купить, а вы захотели сделать роллы, намазать себе на сэндвич, на бутерброд, куда-то добавить салат. Это идеальный вариант. Вы можете творожный сыр дополнить фруктами, ягодами, зеленью и получить массу вариантов одного и того же блюда. После того, как ваша вся жидкость расслоилась, вы должны ее вот так вот отжать. У вас получится достаточно плотный вот такого вида продукт. Смотрите, он легко наносится на бутерброд. Также его можно использовать в роллах. Для того, чтобы у вас получилось побольше сыра, вам нужно взять не маленькую пачку, а литровую. Ну и из той сыворотки, которая стечет на дно кастрюльки, очень хорошо получаются пышные вкусные блинчики. Всем приятного аппетита и хорошего дня! Очередной пример полезной еды, которая может, ну, как минимум порадовать с утра вас, ну, а также сохранит ваше здоровье. Ведь главное богатство в вопросе сохранения здоровья – это люди, готовые дарить заботу и надежду даже в самых отдаленных уголках нашей республики. Да, и сегодня мы расскажем об удивительном человеке, молодом враче-терапевте Фиделе Просе Однере. Получив образование в Якутии, он остался работать в селе Бутулу Верхневилюйского района. Что привело его из далекой страны в якутское село, узнаем в сюжете, который доказывает, что доброта и профессионализм не имеют границ. Сейчас по всей Якутии можно встретить человека любой национальности.
Люди переезжают и остаются здесь жить, несмотря на резко континентальный климат. Например, в Верхневилюйске в сфере медицины есть молодой врач-терапевт. Фидель Прус Однер получил профессию у нас в Якутии. Сейчас он работает в селе Ботулу. Через год молодой врач планирует пойти на ординатуру. Я врач. Когда стать врачом, врач не могут выбрать, где лучше, где работать, потому что у нас как военно обязан. Ну вот, мы военные обязаны, поэтому любое место мы должны работать. В городе, столице, деревне, где люди есть, мы должны тут, потому что у нас диплом, да, как мы должны лечить пациентов. Это его первая работа. Фидель рассказал о впечатлениях и особенностях работы в селе. Но нормально условия. Квартира, новый дом. Но если аппарат есть, но надо, как специалистам, тоже УЗИст, должны приехать работать. Это может быть, есть аппарат для рентген, есть аппарат для УЗИст, для УЗИ. Но если УЗИст нет, значит аппарат ничего не сможет, потому что специалистов нету. Самое главное это специалистам по каждому части. Если, например, для рентген, для КТ или для УЗИ, должны специалист. Пациентов примерно сколько бывает? Бывает по-разному. Как я недавно начинался работать, иногда по 10, по 12, также иногда поменьше. Где бы вы ни находились, самое главное, чтобы окружающие вас люди были доброжелательны. В Якутии каждый народ дополняет общество своей уникальностью и изюминкой. Валерия Золотарева, Александр Адамов, Верхневилюйск. Посмотри, какой талантливый человек. Помимо такой очень серьезной работы, еще находит время, чтобы песни петь и людей радовать. А это же в том числе и культурный обмен. Это и культурный обмен. А самое главное, он заботится о здоровье людей в отдаленном населенном пункте. И это определенного рода, достойно, я бы сказала. Врач, в принципе, достойная профессия сама по себе. Кто-то даже говорил, Богом данная профессия. Их две – кормить людей и лечить людей. Не мои слова, где-то я это услышал. Можете им не верить. А у нас утренняя миссия, чтобы мы тоже могли вложить свою лепту в сохранение бодрить здоровья. людей. Наша миссия. Сохранить здоровье, Паша, это, конечно же, наши постоянные утренние зарядки, потому что, как говорится, ничто лучше утренней зарядки не может, так сказать, быть лучшей таблеткой для хорошего настроения, и бодрого, так сказать, физического состояния. Поэтому давайте просыпаемся, повторяем за нашим тренером, и, собственно, чуть позже вновь вернемся в студию. Всем доброго утра! Меня зовут Виктория, я фитнес-тренер. И сегодня мы с вами выполним зарядку в кровати, где мы проработаем немножко мышцы пресса и слегка потянемся. Первое наше упражнение. Мы поднимаем наши носочки, не поднимаясь с кровати, делаем вдох, руки вытянули наверх и на выдохе тянемся к носочкам. Выполняем таких 15 повторений по 3 подхода. Здесь мы проработали верхнюю часть пресса. Для проработки нижней части пресса мы ладошки выводим под ягодички, ножки вытянули, сделали вдох и на выдохе поднимаем ножки до 90 градусов. Выполняем таких 15 повторений по 3 подхода.
И чтобы включить все мышцы пресса, мы выполним велосипед. Для этого мы делаем вдох, поднимаем корпус наверх, лопатки отрываем и на выдохе начинаем крутить педальки. Носочки натянули на себя и работаем. Выполняем таких 15-20 повторений по 3 подхода. Обязательно животик держать втянутым. И далее сделаем 3 упражнения на растяжку. Мы также лежим в нашей кровати, подтягиваем к себе правое колено. Правое колено выводим в левую сторону, полностью его положили на нашу кровать. Правую руку вытянули в сторону, смотрим вправо, левой рукой придерживаем колено, чтобы оно не отрывалось от кровати, а правая рука тянется вниз. Стараемся тянуть так, чтобы лопатка постепенно начала касаться пола или кровати. Далее мы потихонечку возвращаемся и меняем на левую ножку. То же самое, левую ножку мы вывели в сторону, положили полностью на кровать. Правой рукой мы придавили колено, левую ручку вывели в сторону и тянем лопаточку вниз. Полежали примерно 30 секунд на каждую сторону. И возвращаемся, без резких движений. И для того, чтобы раскрыть наш грудной отдел, мы встаем на четвереньки, ножки шире плеч, делаем вдох и на выдохе руки вытягиваем вперед и стараемся грудь полностью положить на кровать. Лопатки максимально свести. «30 секунд полежали, потихонечку вернулись и повторили так 3 раза. Занимайтесь спортом каждое утро и имейте подтянутое тело. Всем хорошего! Здравствуйте, дорогие телезрители! Коротко о самых интересных материалах в свежем номере главной газеты республики. 10 ноября – День сотрудников органов внутренних дел. Накануне этой даты мы поговорили со старшим участковым Гагаринского округа Вадимом Гореевым. Почему он выбрал эту профессию, за что отвечает участковый и что считает главным в своем деле. Об этом читайте в нашей постоянной рубрике «Гость номера». Выходить за рамки обычного призывает героиня нашего материала в рубрике «Моя профессия». Дизайнер-модельер Изабелла Дардосова рассказала о своей учебе и творчестве, о том, как ей удалось достичь успеха, основать собственный бренд одежды «Инники» и чего стоит постоянное участие в Московской неделе моды. Сегодня немногие знают, что в дореволюционном Якутске, кроме фотоателье Василия Приютова, работал еще один фотосалон ссыльного поляка Викентия Проневича. Причем располагался он на главной улице Якутска, на улице Большой. Но не только этим был знаменит этот дом-фотосалон, который располагался в заложной части города. Какие еще исторические события были связаны с фотосалоном Викентия Проневича? Об этом читайте в материале газеты «Якутия» в новой рубрике «Старинный Якутск». А еще в номере, как всегда, новости спорта, деловой и политической жизни. Будьте в курсе событий, читайте газету «Якутия». Хорошего вам дня! На очереди у нас очередной выпуск новостей, где наши коллеги расскажут о том, что же произошло на территории республики за ее пределами. Ну а пока после новостей мы вернемся и в студии поговорим с поэтом Сергеем Парачевым, по поэтической летописи которого поставлен спектакль «Александр Невский», премьера которого состоится уже сегодня на сцене Русского театра имени Пушкина в Якутске. В связи с этим мы хотим подарить кому-то из вас пригласительный на 2 персоны. Вот так он красивенько выглядит, аккуратненько. Для этого Там вам вот необходимо... даже написано, что 2 персоны, 2 места указано, то есть на 9 ноября. То есть 9 ноября можно будет пойти и воочию премьерный спектакль этот посмотреть, провести свой досуг культурно. Для этого вам необходимо открыть телеграм-канал «Утро Якутии» и первым, самое главное, правильно ответить на вопросы об Александре Невском, которого мы уже опубликовали там. Удачи, ждем ваши ответы под постом. Дерзайте. Дерзайте. Ну а далее новости.
Мы продолжаем говорить о самых заметных событиях этого утра. Многофункциональный спортивный зал в микрорайоне Спортивный города Якутска и дом-интернат для престарелых и инвалидов на 51 койко-место в селе Мата Мегино-Кангаласского района намерены ввести до конца года. Сегодня первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников проверил ход строительства этих объектов. Многофункциональный спортивный зал готов на 78%. Завершены работы по монтажу металлокаркаса и закрытию теплового контура здания. Котельная смонтирована и запущена. В селе Мата в доме-интерната прокладывают кабель сетей связи, монтируют розетки, устанавливают вентиляционное оборудование и напольную плитку. Осенняя кораллизация домашних северных оленей проходит в тундровой зоне Якутии в Инабарском, Булунском, Устьянском и Нижнеколымском районах. Кораллизация оленей начинается после доставы и формирования устойчивого снежного покрова. Специалисты управления сельского хозяйства вместе с ветеринарными специалистами и оленеводами проводят комплексные зоотехнические и ветеринарные мероприятия, маркировку, вакцинацию, выбраковку оленей для формирования товарного стада. Мюрюнская средняя школа номер 2 после осенних каникул встретила учащихся с инновациями. Основным нововведением стал геологический стенд, где есть полезные ископаемые, которые добывают в нашей республике. С помощью QR-кода ученики смогут познавать о геологических и горнодобывающих образовательных учреждениях, о заработной плате специалистов данных отраслей, а после этого, собственно, подготовиться к поступлению и набрать необходимый средний балл. Хотим поблагодарить декана геолого-разведочного факультета Максима Феликсовича за предоставленные минералы. Эти минералы послужат примером для наших обучающихся, и этот стенд будет показывать, какие есть специальности по горнодобывающим отраслям. 55 лучников Мирнинского района открыли сезон стрельбы из лука на первенстве «Алроса». Соревнования объединили работников алмазной компании, воспитанников стрелковой секции культурно-спортивного комплекса. Спортсмены соревновались в меткости стрельбы с традиционного блочного и классического луков по правилам Международной федерации. Первыми в меткости сразились дети в стрелковом тире стадиона «Триумф». Мы соревнуемся по олимпийской системе, то есть в одном щите просто стреляют, в двух, в одном два стреляют человека, то есть парень уже. А соревнования сегодняшние, нормально, все настроены. Международный турнир по вольной борьбе памяти заслуженного тренера Дмитрия Коркина, который состоится 15-16 ноября в спорткомплексе «Триумф», вновь примет борцов из Японии. Как сообщили в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд, представители страны восходящего солнца примут участие в соревнованиях впервые за несколько лет. Японскую команду возглавит в качестве тренера чемпион мира Юки Такахаси. Он привезет в Якутск молодой, но весьма перспективный состав. Лидером команды можно назвать чемпиона Азии среди мужчин Такара Суда, который также является победителем международного турнира в Венгрии. Такими были новости к этому часу. Всего хорошего и до встречи в эфире. Ну, а как мы уже говорили в нашей студии, вот новости закончились. Особенный гость, человек, чье слово уже много-много лет согревает сердца северян. Сегодня поэт и писатель Сергей Прачев празднует свой 70-летний юбилей, и этот день знаменателен вдвойне, потому что сегодня же на сцене нашего Русского драматического театра состоится премьера спектакля по его произведению, посвященному святому благоверному князю Александру Невскому. Сергей Васильевич, доброе утро. Здравствуйте. Ну и от всей души, да. от всей души поздравляем вас со знаменательной датой, 70-летием. Поздравляем вас. Спасибо. С пустыми руками, поэтому вот в честь Ой, ребят, ну вы меня 70-летия растрогали, честное слово. в знак нашего уважения от нашей телекомпании, национальной вещательной компании Мне «Саха». никогда не дарили розы, тем более в студии. Мне куда их положить, я растерялся. Как вам удобно? Можете
можете вот здесь, наверное, край давайте вот стола так, чтобы даже, все-таки и будет прекрасно. Сергей Васильевич, это не только от нашей студии, да, я думаю, от всей республики в целом. Потому что, 70 лет — это очень такая красивая дата. Ваша фраза, что никогда не дарили цветы, и тем более в студии, показатель, что все бывает в первый раз. Да, и даже в 70 лет что-то может случиться в первый раз, поэтому повод зрителям нашим не отчаиваться, если что-то еще в вашей жизни не случилось. Тем не менее, еще раз с праздником, еще раз поздравляем. И опять же, 70 лет — красивая дата, мудрая дата. Если вот можно было бы как-то стихотворно, да, или метафорической фразой описать прожитые годы, что бы это была за фраза? Ой, есть такое у меня короткое стихотворение. «Я не срывал плодов тех, что растили другие в трудных днях, не для меня. Я сам живое дерево России и пламя ее страстного огня. А я труд чужой не звал своей удачей, не предавал людей, друзей и честь. А если бы я делал все иначе, то не был бы для вас таким, как есть». Прекрасно. Вот коротко. Да. Я вот просто, у меня до речи пропал, и мурашки по телу пробежали, наверное. Знаете, у меня родители фронтовики, и мы, люди из Советского Союза, и они воспитали именно так, вот, что я прожил эту жизнь, и это позволило мне сказать вот именно. Так, да? А помните ли вы первое свое стихотворение, тот самый момент, когда вы уже поняли, что слово — это для вас призвание, ваше призвание? Это было невероятно. Вы знаете, я очень любил утиную охоту на уток в Казахстане. Еще в 9 классе стою, вечерняя зорька, небольшое там озерцо, камыши, закат, летают утки, и вдруг падает с неба. Часто осенью ходил я на охоту, по полям бродил я не спеша, а к ночи, усталый, но довольный, приносил домой я крякаша. Крякаш — это утка кряковая. Ну и дальше я не буду его читать, там еще 3 куплета есть. Но упало, и с этого все пошло. Неожиданно озарение. Неожиданно просто, знаете, неожиданно. Мне кажется, так настоящие произведения и рождаются, когда вот просто что-то ты в моменте вот ловишь это вдохновение, оно вот само как-то рождается. Но тем не менее, от слова к сцене, да, то есть мы вот, получается, вот этот путь от охоты, и вот уже сегодня премьера спектакля на основе вашей работы. Как родился вообще замысел этого произведения? Тем более про такую историческую личность. Где-то лет 10 назад творческий гений не только нашей республики, а и мирового уровня, Борис Андресович, все его прекрасно знают, сказал мне так, знаете, в такой шутливой форме: слушай, Прочев, у тебя такой стих легкий, вот как ручеек течет, а почему бы тебе не писать пьесы в стихах? И добавил так, с такой улыбкой, и у нас было бы 3 драматурга-поэта, это Шекспир, Пушкин и Прочев. Он пошутил, а у меня запало. И родился сначала Семен Дежнев. Кстати, Русский театр поставил радиоспектакль по этой пьесе, и радио Виктория ее довольно долго крутила. Потом Иван Грозный, потом Колчак. И, тоже известная личность Сергучев Карл Лазаревич говорит: слушай, а давай Невского поставим, пиши. Идея есть. Что бы мне написать? Взял, написал. И была идея поставить спектакль к 2021 году, когда было 800-летие со дня рождения Александра Невского. Не случилось. Но в 2025 году Русский театр подает на федеральный грант и выигрывает федеральный грант на постановку спектакля Александр Невский. Кстати, пьеса называется «Солнце земли православной». Вот. И книга, кстати, есть такая в Русском театре. И вот мы видим, идут репетиции. И, конечно, огромная заслуга, если не единственная, это руководителя театра Лобанова Александра Александровича. Это он. Вот мы сейчас видим кадры с репетиции. Кстати, да, хочется отметить, что 2 недели назад также мы уже говорили про этот спектакль, что многим артистам пришлось вот эту боевую акробатику изучать, то есть для них это тоже какие-то открытия. А мы знакомы с многими из них, да, потому что очень тесно сотрудничаем с Русским театром. И
А были ли вы вовлечены в процесс постановки? Делились ли своими мыслями с режиссером? Или все-таки это отдельная история написания пьесы и, собственно, ее постановка? Режиссер, вы знаете, я понимаю, что вот режиссер задумал, да, и автору что-то ему советовать и говорить, ну, это бессмысленно, и это не нужно. Единственное, мы с ним держали, с Андреем Габышевым, с главным режиссером, очень такую тесную связь, и он говорит, нужно дописать сцены. Я говорю, сколько? Он говорит, пока одну. Дописал. Ну, тематику озвучил, отправляю. Ну, что-то поправили. Потом говорит, еще надо одну. Ну, не вопрос, на еще одну. Потом говорит, ну вот еще надо одну. Я говорю, сколько их будет? Ну, давай третью. Вот на 3 и остановились. Дописал, и дальше они делали. Он мне периодически отправлял тоже вот какие-то видео. Ну, это же, представляете, это невероятно одежда 13 века. Прикиньте, это вообще. А потом обмундирование, мечи, копья, кольчуги, шлемы. Это ради этого, даже не ради спектакля Прочева, просто визуально, пойти и посмотреть на эту красоту невероятную. Сергей Васильевич, а вот такой вопрос. Вот вы говорите, вам дают, говорят, напиши, и у вас вот прям текст сразу идет, да, вот рифма ложится, или бывают такие моменты, когда вот надо написать, а не получается? Вот когда я был юный, молодой, писал, я вымучивал стихи. Вот. А когда ты постоянно что-то делаешь, у тебя навык появляется. Опыт, навык. И знаете, в легкую, вот как-то в легкую. Да? Он тему обозначает, и все. Навык можно тоже натренировать этот. Да, конечно. А вот вы как автор, да, от сегодняшней премьеры чего ждете? Может быть, есть как раз-таки сцена, вот, которую больше всего хотели визуально увидеть, как ее представят? Я горю желанием увидеть все, что там есть. А вот конкретной сцены нет. Есть разговор... Перед Ледовым побоищем Александр Невский в церкви разговаривает с Господом, с Всевышним. И я там вот этот разговор описал тоже в стихах. И вот этот разговор мне вот интересно, как его передадут. В общем-то, все безумно интересно, но это, как-то, знаете, как-то изюминка хочется... Ну, а вообще, если говорить для зрителя, да, вот главный посыл всей этой истории какой? Вот, что должен понять зритель, увидеть, прочувствовать? Ребята, давайте жить дружно. Да, чтобы мир, жизнь были наполнены любовью, счастьем, взаимопониманием, состраданием. Ведь миллионы и миллионы и христиан, и православных, да, и католиков, неправильно сказал, христиан и православных католиков, живут в мире, дружбе, ходят в гости друг к другу. Власть делят. Ну, я не знаю, можно ли это для эфира говорить или нет, но я это сказал. И только поэтому. И Александр Невский, он именно защищал честь. Просто. Ну, так же, как сегодня Владимир, я бы его назвал, великий, защищает нашу честь. Сергей Васильевич, ну, еще раз поздравляем вас с юбилеем, поздравляем вас с тем, что ваша работа, ну, на такую новую, наверное, какую-то ступень, что ли, ступает, да, на такую масштабную, самое главное, потому что спектакль, опять же, мы сколько разговаривали про него и с театром, масштабная какая-то постановка, поэтому поздравляем вас с этими событиями, поздравляем с тем, что они вот так в один день прямо еще совпали. Это, мне и кажется, вот здесь сразу еще один вопрос заключительный. Да? Подарок от театра. Вот, подарок от театра. Все-таки в этот день важнее для вас, вот чисто душевно, да, постановка, вот новая жизнь вашего слова на сцене или юбилейная дата? Я скажу несколько по-другому. Я 70 лет шел к этому, поэтому понятно, что для меня важнее, да, конечно же, спектакль. Ну и что ж, мы желаем еще больше творчества, самое главное. Спасибо вам. Вдохновение. Спасибо. Муза пусть посещает почаще, или это не взаимосвязано? Вы знаете, у меня муза это моя любимая девушка-супруга, с которой мы, кстати, 18 ноября будем отмечать 47 лет совместного сосуществования. Ну, как я в шутку выражаюсь. Сплошные праздники у вас. Сплошные праздники. Еще раз поздравляем вас, Сергей Васильевич, не прощаемся, мы всегда будем рады видеть вас в этой студии. Давайте. Ну, а вам, дорогие зрители, желаем отличного сегодня дня, хороших наступающих выходных. Ну и просто проживайте каждый день с улыбкой и, по возможности, с творчеством, если у вас это получается. Обязательно к чему-то хорошему вас это приведет. До новых встреч, всего доброго.
Ты говоришь мне о любви, но разговор напрасно начат. Слова я слушаю твои, но ничего они не значат. Может, ты на свете лучше всех, только это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег. Одна дождинка, еще не дождь. Когда-нибудь, но не теперь, придет любовь, чтоб стать судьбою, пройдет как ливень, как метель, все заслонит вокруг собою. Может, ты на свете лучше всех, только это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег. Одна дождинка,